В Якутии приняли меры по предотвращению возможного подтопления сел двух районов – Чурапчинского и Татинского. Причиной, напомним, стали прошедшие в Заречье сильные дожди. В зону риска попали сразу 11 поселков. На местах действует режим ЧС. В эти часы поступила информация, что уровень воды поднимается в местности Хатылы в Чурапче. Самый узкий участок плотины посетили сегодня правительственная группа и спасатели МЧС. Местное население вторые сутки там ведет укрепительные работы. Плотину укрепили сотнями мешков с песком. На месте подъема воды также работают дорожники, гидротехники, спасатели со своей техникой. Всего задействовано около 500 человек. По словам специалистов, самый критический участок – это Хатылы. Если плотина устоит, то ситуация нормализуется. Мы вчера уже говорили о том, что в основном вот эта плотина, она и восстанавливается, и поднимаются отметки на этой плотине для того, чтобы срезать пик от волны, которая образовалась в результате того, что и вода вышла из водохранилища, значит, вследствие разрушения дамбы там и так далее. Поэтому основная задача в этом – накопление, удержание и постепенное ровное, значит, ровный пропуск воды ниже по течению, для того, чтобы не образовалось такого количества воды, которое бы затопило населенные пункты, которые находятся вниз по течению. Мы вчера говорили уже, там внизу еще 10 населенных пунктов, которые находятся под угрозой затопления. Поэтому вот сегодня работы, которые производятся здесь, предприятиями, организациями Чурапчинского района, населением, очень важны. А в пострадавший от паводка поселок Кожулун Чурапчинского улуса завезли гуманитарную помощь. Там, напомним, подтопило 114 подворий, где проживали 405 человек. Население обеспечено тепловыми пушками для просушки домов, медикаментами, дизельными генераторами и многим другим. На данный момент в селе наблюдается постепенный спад уровня воды. Восстановлено электроснабжение, работают в нормальном режиме связь, хлебопекарня и цех по переработке молока. На месте ведут подсчет нанесенного стихией ущерба, приняты меры по восстановлению социальных объектов.